Тесяев Амин, научный сотрудник Академии наук Чеченской Республики, историк, журналист по первому образованию. И если мы что-то утверждаем, то есть мы ссылаемся, прежде чем сегодня сказать, если говорить о чем-то, мы публикуем научные материалы. То есть статья если мы что-то утверждаем, источник. То есть а Бог хочет, чтобы мы то есть мы ссылаемся на источники, и сегодня, чтобы вы имели представление, мы сегодня взяли тему Тимур и Чечня. Я скажу вам, что русскоязычная аудитория. Я сегодня, перед тем, как начать выступление у нас на тему Тимур и Чечня, значит, предпосылки, сам ход вторжения и последствия этого вторжения. Объясню, почему эта тема настолько принципиально важна для чеченцев, и источники, на которые вот мы ссылаемся, и которые будут упоминаться и цитироваться даже сегодня. Прежде всего надо сказать, что почему Тимур для чеченцев это знаковая фигура, потому что его поход привел к 3 достаточно серьезным последствиям в истории чеченцев. Вы знаете, что до появления Тимура было монголо-татарское нашествие, но тот урон, который нанесло чеченцам это нашествие, не сравнится с тем, что произошло в результате нашествия Тимура. 3 факта, 3 вещи, которые происходят в чеченском обществе вследствие похода Тимура. Это прекращение классической формы государственности на тот момент, потому что мы сегодня об этом будем говорить. Там существовало у чеченцев на территории Чечни. Чечня сегодня это достаточно узкое определение. Раньше расселение чеченцев в соответствии их политическое присутствие, физическое присутствие было намного шире. Это тоже будет сказано. И, значит, это уничтожение, во-первых, классической формы государственности чеченцев вследствие походов Тимура. Один фактор. Второй фактор – это прекращение, уничтожение материальной культуры, которая была распространена на территории Чечни. Если вы посмотрите карты 19 века, там много памятников, которые отражены, значит, которые исчезают в ходе Кавказской войны, об этом пишут русские офицеры в мемуарах, уничтожение башен, уничтожение крепостей, уничтожение могильников, значит, и даже расхищение могильников еще тогда, в 19 веке, происходит. Значит, это материальная культура. И еще один фактор, третий фактор, который становится следствием нашествия Тимура, это, значит, это демографический ресурс. То есть вследствие похода Тимура чеченцы сокращаются в таком огромном количестве, что по своей периферии, то есть на территории Дагестана, происходит ассимиляция чеченцев в среде тех обществ, которые там находились, и они постоянно передвигались в горную полосу со стороны современного Азербайджана. Значит, и если говорить о западном крыле, то тоже мы об этом будем говорить сегодня. На территории Осетии горная полоса, вплоть до Эльбруса. Если от Осетии до Эльбруса это были анклавы, то на территории самой Осетии, как об этом писал Абаев, как об этом писал Побычев, вплоть до конца 15 века присутствовали целые большие чеченские этнографические группы. И именно последствия нашествия Тимура, которые растянулись на 15 век, привели к тому, что чеченцы с территории Центрального Кавказа, они либо перемещаются, либо погибают, либо ассимилируются. И сегодня благодаря ДНК-тестам многое проясняется, и целые группы, общества, фамилии, которые находятся на территории Центрального и даже в некоторых случаях Западного Кавказа, а я говорю не только о Северном Кавказе, но и Южном Кавказе, у них выявляется чеченская генетика. Почему именно чеченцы? Если родственные чеченцам, значит это чеченцы, мы не так рассуждаем. Вот ДНК-генеалогия, это значит, результаты ДНК-тестов, и получается, что на верхушке по ДНК-тестам чеченцы, внизу находятся чеченцы, то есть более современные чеченцы, и прямо вот посередине вкрапления вот эти генетические, которые уходят в Осетию, которые уходят в другие регионы Кавказа. Это говорит о том, что если голова и ноги чеченские, значит и туловище тоже имеет чеченское происхождение.
И что касается Тимура, в последние, наверное, несколько лет очень много открытий, связанных с тем, что вот те материалы, которые прежде просто где-то просто упоминались, где-то вообще, значит, о них говорили, но никто их никогда в глаза не видел, вот эти материалы, они все стали всплывать. Всплыло очень много рукописей полевых материалов. Очень много проанализировано материалов этнографических записок времен 18-19 века, то есть на царская Россия, и начала 20 века, вот гражданская война. Все эти рукописи тоже сейчас начинают всплывать. И чтобы вы имели представление, вот я перечислю вам некоторые из них. Вот, допустим, Ахмад Сулейманов, выдающийся наш этнограф, у него была рукопись Китая. И плюс у него остались до сих пор этнографические записки, которые имеются в музее Ахмада Сулейманова, с которыми мы для этого работаем. Вот там упоминаются тоже события XIV века, в том числе события, связанные с нашествием Тимура. Значит, грузинская рукопись, грузиноязычная рукопись, она датируется 15 веком, называется она «Албузиане». Значит, это в поэтической форме повествования, и в ней, между прочим, упоминается, процитирую, чеченский царь Каирхан. И, соответственно, исторические события, которые описываются в конце 14-15 века, там изложены в стихотворной форме. То есть это, опять же, источник серьезный, который хранился в монастыре Нузал, который находится на территории современной Осетии. Опять же, обращайте на это внимание. В нем говорится о боевом содружестве, допустим, Хитагуровых, которые являются знаменитой фамилией Осетии, и того самого чеченского царя Каирхана. Значит, следующий источник — это Тарих Чачан. К моему удовольствию, относительно недавно мы обнаружили эту рукопись. Значит, она оказалась в библиотеке в том, что осталось от известного проповедника, религиозного деятеля Муллы Изнаура Нисапорова. Значит, в этом источнике сообщаются, опять же, события, которые ранее вообще я нигде не слышал, даже в качестве предания. Это мы сегодня, да, перевод, который сейчас сделан, я частично процитирую, чтобы вы ознакомились с его содержанием и имели представление, насколько об интересных вещах идет речь. Значит, еще один источник — это история Татищева. Лично мне довелось поработать с сводом летописи русских, и там мною был обнаружен, опять же, тот же самый хор, о котором сегодня будет говориться. И мы были уверены в том, что это именно наш хор, потому что рядом с ним был упомянут осетинский дегорский владетель, опять же, Алтанцебек, который, как и наш хор, был современником хора и воевал против Тимура. Это в осетинском предании широко представленная личность. Значит, еще один источник — это летопись Нохчеван. Она публиковалась впервые в 19 веке Семеновым. Во время прошлого выступления мы об этом говорили. 3 списка его, значит, было опубликовано в 19 веке. Значит, нам удалось найти относительно недавно, опять же, в библиотеке Муллы Изнаура одну из рукописей. Ее нам Дейларельскиловцам передали в Кудермейск, для того, чтобы мы с ней поработали. Перевел ее Суна Дейларельскил Асланбек Салгириев на чеченском языке. Она тоже опубликована в журнале «Талым» академическом. Значит, другой источник — это Садовийский тептер. Его описание полностью, все, что нам о нем известно, мы тоже выложили в журнале «Таллам». Это вообще источник, который в самых мельчайших подробностях, о которых мы сегодня будем говорить, описывает вторжение Тимура, называет имена, называет местности, события, которые сопровождаются во время этих действий, ну и так далее. Еще один источник — Тунсоевский, Жахотан тептер. Он тоже был относительно недавно опубликован в журнале «Таллам», тоже на чеченском языке. И что интересно, если там в предисловии, вернее, несколько глав, которые там представлены, первые главы касаются периода более древнего, там выделение, значит, 3 групп, будущие Зумсой, Тунсой, Чанти, как они из Нашли выходят на бассейн Аргуна, и поселяются на территории современных вот, Зумса, Тунса и Чанта. То есть после этого уже в 5-й, если я не ошибаюсь, главе описываются события, которые происходят при нашествии Тимура. И там в подробностях, опять же, которые мы разберем, описывается столкновение, значит, предков нескольких тейков, которые проживают сегодня на территории Шаматановского района, а как они сопротивлялись и оказывали, значит, дали бой на современной Фортанге Тимуру, войску Тимура. Значит, самый последний источник, который благодаря очень добросовестным людям, Дейларельскиловцам, Гунар Нахбурыша, который нам удалось обнаружить, это арабоязычный текст, его тоже надо будет сейчас подготовить, ксерокопии этого тептера, значит, публиковать. Это гунойский тептер, который состоит из 3 частей, и вот одна из этих частей, помимо исторического повествования, касающегося, опять же, XIV века, еще один список Дарбант-Нама, известного сочинения на Кавказе, которое известно,
да и вообще востоковедам это очень известное произведение, просто касается событий, связанных с Кавказом. Вот еще один список, в котором те чеченские этнографические группы, которые в других списках опускаются, там они приведены. То есть в этом смысле, опять же, для нас это очень интересный источник, и опять же там описываются вот события XIV века. Продолжать это можно долго, просто я вам говорю это сейчас, поскольку вы не читали труды, чтобы вы понимали, что речь идет о серьезной работе, которую провел огромный коллектив людей. Это и люди, которые имеют на руках эти рукописи и передают. Это люди, которые имеют, значит, переводят эти тексты, и потом мы их публикуем. Это непосредственно те, которые работают и анализируют эти материалы, собирают их в монографии, в книги, исторические сборники. Чтобы мы имели представление, мы начнем наше повествование, чтобы каждый раз, когда мы вот рассказываем что-то, не нужно было объяснять, что вот здесь, в этом источнике, в том источнике, чтобы у нас спокойное повествование, значит, было об этих исторических событиях. Значит, прежде всего, перед тем, как перейти к Тимуру, нам нужно сказать, что Тимур – это личность, которая гремит по всему миру во второй половине, значит, XIV века. Естественно, к тому времени уже 100 лет, как присутствие монголо-татар было на Кавказе. Впервые монголо-татары появляются на Кавказе в 1222 году. Значит, в источниках, которые разобрал полностью и подробно Хаджи Хизриев, изначально в этих публикациях этот факт оспаривался, но потом он доказал, что в источниках употребление термина «сасан» и употребление термина «дзурзуки», значит, они заменялись. Соответственно, поскольку дзурзуки это однозначно чеченцы, а сасаны, которые дали монголам в 1222 году троекратное сражение, значит, тоже были на Кавказе. Хаджи Хизриев доказал, что речь идет именно об этнических чеченцах. То есть чеченцы, когда монголы в первый раз пришли на Кавказ, это известный разведывательный отряд, дали монголам троекратное сражение, в результате которого они, конечно, проиграли, по крайней мере, это так монголы преподносят. Но понадобилось еще 16 лет, чтобы монголы вернулись на Кавказ в 1238 году и уже сделали то, что они сделали. То есть в 1938, 1939, 1940 годах они захватывают Магаз, захватывают всю плоскость, значит, и уже устремляются на территорию горной полосы Чечни. Вот, собственно говоря, по этому периоду мы собрали полевые материалы, мы собрали архив, мы скорее собрали рукопись, в которых исследователи собрали полевой материал, записали его, и сегодня у нас есть возможность работать с ним. Там подробно описывается, как чеченцы уходили в Нашху. Часто спрашивают, почему Нашха, какая роль вообще в истории чеченцев у Нашхи. Неужели все мы происходим из Нашхи? Неужели из такого маленького кусочка чеченцы... Речь идет не о месте происхождения чеченского народа, а речь идет о Галактёрском районе, который по своей географической специфичности позволяет даже малочисленной группе, укрывшейся в этом районе, защищаться от серьезного противника. Туда нельзя с кавалерией прийти, туда нельзя с средневековой артиллерией, там, баллисты, камнеметы и так далее прийти. Значит, узкие ущелья, значит, скалы, по которым надо подниматься. И именно поэтому, когда пришли монголы, когда пришел Тимур, когда пришли косоги в первой половине 15 века, когда пришли, значит, персы в последней четверти 15 и в первой четверти 16 века, все они уходили в Нашху, потому что там можно было спокойно защищаться. Поэтому мы больше употребляем термин «Нашха» — это последний центр этногенеза чеченского народа. То есть разные куски, разные представители различных групп, они собирались в Нашхе, укрывались там, соответственно, они долгое время там проживали, они роднились, они начинали взаимный культурный обмен, и, соответственно, происходило то, что можно назвать генезисом современного народа чеченцев, современного чеченского народа в том виде, в котором он сегодня нам известен. И, соответственно, до начала правления Берки-хана тяжелейшие отношения были между монголами и чеченцами. Это были исключительно враждебные отношения, если не говорить только о некоторых владетелях, которые, как это бывает у феодальных владетелей, просто сменили себе хозяина. То есть они сами были хозяевами, потом пришел более сильный хозяин, чтобы сохранить свои земли, чтобы сохранить свои имущества, они просто дали присягу монгольским правителям, то есть стали брать ярлыки. Это на примере русской истории, мы знаем, как это происходило, как русские князья, значит, переходили на монгольскую сторону и так далее.
И вся эта картина, значит, в такой тяжелой форме продолжалась до Берке-хана. Во время прошлого выступления мы сказали, что Берке-хан — это первый монгольский хан, который принимает ислам и заключает союзные отношения с мамлюкским султаном Бейбарсом, знаменитым Бейбарсом, давшим жесткий отпор монголов. Почему Бейбарс здесь знаковая фигура? Мы тоже об этом говорили, но это нужно сегодня объяснить. Бейбарс, согласно арабским источникам, которые сегодня уже в доступе, изданным в Египте, это этнический чеченец, который, соответственно, после того, как он с Берке-ханом заключил союз, начинается интеграция алан, то есть чеченцев в том числе, интеграция в политику Золотой Орды. То есть при Берке-хане начинается, скажем так, первый этап оттепели в отношениях монголо-чеченских. И, наконец, когда мы доходим до хана Узбека, который правил с 1313 по 1441 года, начинаются уже совсем иные отношения. Чеченские предводители, вот сегодня мы должны говорить о Ховре, тогда был его отец Хаси. Уже при хане Узбеке начинаются личные политические отношения. То есть этот Хаси, который представлял чеченский народ, он начинает заключать с ним какие-то союзные отношения в виде вассалитета. То есть чеченцы признают монгольскую власть, за исключением тех, которые идейные еще остаются в горах, и вступают в вассальную зависимость от Золотой Орды, скажем так, вот на уровне, уже высоком уровне. А они отдельные владетели, которые сами по себе какие-то действия предпринимают. Почему опять же Узбек-хан? Потому что Узбек-хан — это человек, который вырос в черкесской, то есть в кавказской среде. Вы знаете, что черкесы и чеченцы — это две доминирующие группы на Кавказе, и были очень близкие отношения у них, и родственные отношения. И если с одной из этих групп контактировала какая-то элита монгольская, то это отражалось и на контактах и связях других остальных. Значит, и именно с этим я связываю начало контактов чеченцев с монголами. Так вот, как мною отмечено, в 1341 году прекращается правление узбеков. И вот после Хаси, который был современником узбека, возникает фигура Ховра. Ховр — это чеченское имя человека. В источниках он фигурирует. Есть два летописца. Это летописцы, описывающие историю борьбы Тимура. Их документ, их летопись называется «Зафар-нама», буквально переводится как «Книга побед». И в обеих этих рукописях упоминается Сим-Сим, то есть чеченское государство, его правитель. Один в одном источнике в форме Кырбек, в другом источнике в форме Гаир-хан или Гаир-хан. Значит, есть, как я сказал, Алгузиане, в котором он упоминается в форме Каир-хан, Каиран, и другие источники мы тоже процитируем. Так вот, в 1347 году, после смерти хана Узбека, по 1353 год, вот вся Европа, представляете себе эту территорию от Кавказа, значит, дальше на запад до Испании, включая российскую равнину, значит, именно восточноевропейскую, значит, включая Центральную Европу, включая Италию, которая особняком стоит, некоторые участки Северной Африки подвергаются огромной, значит, ужасающей эпидемии, распространяется чума. И за вот эти вот сколько у нас, 6-7 лет, согласно существующим источникам, около 70% населения всей Европы умирает от чумы. 70% населения. Это касается и Золотой Орды, потому что именно в Золотой Орде находился один из очагов распространения этой болезни. Значит, и в этих условиях ужасающей нехватки человеческого ресурса, начинается эпоха в преддверии Великой Смуты, которая должна произойти в Золотой Орде. И, значит, во второй половине XIV века, как об этом сообщается, допустим, в Нойском источнике, детектор, о котором мы сказали, там упоминается эта чума, говорится, что территория современного междуречья, значит, Хунхулау, Гумса, эта территория называлась Лемох. То есть любой человек, который отправлялся туда и начинал там жить, он умирал через некоторое время. И люди, соответственно, запрещали туда уходить. И, как я сказал, в 1353 году, согласно официальным источникам, этот период, самый лютый период этой чумы прекращается. И после этого
Значит, гунойский предводитель Гундал, он сначала приходит в Элистанджи, и с Элистанджов первый человек, который нарушает этот вот карантин, который существовал между речью Гумса и Хулхулау, это Гундал. Он пришел, отметил территорию, значит, и обосновался в Гуни, то есть восстановил Гуни и стал там жить. И вот эта знаковая фигура, которая показывает, что исторически известные события, описанные в исторической литературе, они были отражены и отражены по сегодняшний день в чеченских источниках. И первое упоминание Хоура, которое мы обнаруживаем, как я сказал, Хоур — это правитель Симсима. Симсим — это чеченское государство образования, которое существовало на Северном Кавказе. И первое упоминание Хоура связано с личностью золотоордынского хана Науруза. Наурузхан, Наурuz. И правление хана Науруза относится к январю, то есть с января по июнь 1360 года. То есть это уже 7 лет после того, как официально чума прекратилась. И, значит, источник, в котором упоминается, значит, Хоур, это источник чеченский, это арабоязычная летопись. В конце арабоязычный оригинал одного из списков нами опубликован. И в нем говорится о том, что именно при Наурузхане Хоур начинает распространять сферу влияния чеченцев на восток. То есть он вместе со своим братом Суратом захватывает, устанавливает контроль над современным Чирюртом и над современным Хунзахом. Что такое Чирюрт и Хунзах? Вот если вы знаете географию, вот река Сулак, там дальше Кизилюртовский район идет, с этой стороны там Хасавюртовский район, по-моему, это Интерей, Хасавюрт и так далее. Чирюрт находится на стратегической переправе, Сулакской переправе, на пути, маршруте, который в позднейший период, после средневекового периода шел от Дербента до Азова. То есть это торговые пути, кто их контролирует, он и власть имеет, и, значит, налоги забирает с людей и так далее. И Хунзах — это город, поселение, которое находится и находилось в самом сердце горного Дагестана. И оттуда был возможен контроль над всеми окружающими областями, то есть сердце горного Дагестана. И то, что Хоур вместе со своим братом установили в 1360 году контроль над этими областями, показывает, что они фактически вот свое государство образования либо на уровне вассальных областей, либо при прямой аннексии или присоединении, они полностью устанавливают контроль над территорией до самого Каспийского моря. То есть представляете себе, у нас Осетия, у нас Ингушетия, Чечня, у нас Дагестан вплоть до Каспийского моря, условия существования Золотоордынского ханства. Это происходит потому, что Хоур находится в личных отношениях с ханом Наурузханом. И я сейчас приведу вам пример, значит, цитату из источника, чтобы мы увидели. Первый источник, давайте зачитаем летопись Нохчуан. Поскольку Салгириев Асланбек перевел этот текст, мы опубликовали его на чеченском языке, вот опять же текст хроники, который там в мягкой качестве приложения имеется, мы зачитаем его на чеченском языке. Оцхена кипти или кипти — это термин, который употребляется для обозначения христианской принадлежности. Вы знаете, копты — это христиане Египта. Значит, оцхена кипти или, то есть христианские князья, сурат от агара, сурат от аваря, иш целоман юг. Значит, вахир, агара чирюта вахир. То есть Сурахат пришел на гору Авар, хотя сегодня мы знаем, что это область, тогда это была только гора, где находился Хунзах. Значит, Агар захватил территорию современного Чирюта. Значит, и дальше. Галмахош, Талецит, Елиги Али. Галмахо — это калмыки. Геркрицвех Наурузхан, значит, Наурузхан вора Галмахоин Парча. Источников, с которыми мы, вот, официальные источники, всегда указывают на то, что значит, летние ставки ханов, а вы знаете, что это огромное количество скота, они вели кочевой образ жизни, у них и свои там лошади были, табуны были, и скот был, и с климатической точки зрения, значит, побережье современного Терское побережье, даже в тот период, в XIV веке, было очень благоприятным местом. И Мамай здесь находился. Значит, в Дагестане есть село Береке, где ставкой проживал Берке-хан. Есть село Казанище, где Казанчий, значит, один из полководцев Тохтамыша находился. То есть Кавказ, он был
таким любимым местом для феодальной верхушки Золотоордынского ханства. И здесь говорится, что Теркрицвешу, Наурузхан, Ралмахан Пачхана, Темир Казакира, это территория современной Кубанской области, то есть, если вы знаете, Тамань, Таманский полуостров, вот оттуда вот, Сарациния, Такшас. Сарацин это, грубо говоря, современный Волгоград. То есть, Такшас, Латнаш, Сюнендо, Лахинда. Значит, Сарацин, Пенду, Шин, Гун, Юка, Абзак, Никамук, Юка. И здесь трактуется так, Чингюн, Юка, это непосредственно город Сарацин, Абзак, и Калмук, Юка, имеется в виду Калмыкия, современное, то есть правое крыло, да, Каспийское море, Абзакни, то есть Абазак, или территория Черкесии, то есть левое крыло, Черное море. То есть вся территория вот этого вот Кавказского треугольника была под контролем у Наурузхана. Я хочу обратить внимание, в письменных чеченских источниках, которые мы сегодня обнаруживаем, Наурузхан это первая личность из золотоордынских ханов, которую мы не в преданиях, а в письменном источнике находим. То есть это говорит о том, что именно с ним идет тесное соприкосновение чеченцев. И то, что Хоут, чеченский предводитель, распространяет свое влияние на соседние области именно во время правления Наурузхана, опять же подсказывает, что это действительно верно. Значит, дальше я прочитаю. Му'тазилин Шах Тимирхан. То есть после этого, после вот этих событий с Наурузханом, появился му'тазилитский Шах Тимирхан. Почему му'тазилитский? Потому что под му'тазилитами подразумевались шииты. А Тимур управлял территорией, которая традиционно относилась к Ирану, а Иран это шиитское государство. Соответственно, это в какой-то степени анахронизм. Но словами му'тазилитский шах Тимирхан имеется в виду, что речь идет именно об этом Тимуре, который управлял территорией современного, значит, Ирана, значит, Туркмении и так далее. Значит, и дальше. Вот Тимирхан, Талетир, Теркана, Гурджистанна, Юктира, то есть междуречие между Тереком и между Грузией. Значит, Тимир Казыкна, то есть от Таманского полуострова, Сарацинна, Юктир, то есть между Волгоградом, Меттик. То есть он полностью завоевал территорию вот сердце всей Золотой Орды Улуса Джучи. Цут-Эха, вернее, Белой Орды, входящей в состав Улуса Джучи. Цут-Эха, Кошо-Дадавче, после 3 лет, Тимирхан, Тигр, Махкара, Ши Махталова, Тигр из Дахира. И, наконец, вот последняя цитата. Летописец, который все эти события описывает, он называет себя Аргун и говорит: «Со Аргун, Сайдей, Сирия, Схабевич, Тиханинах, Кривинах, Чурах, Волу, Собье, Хица, Воцуш, Эйл, Лямнышка. Сузаманах, Собье, Эйл, Вацет, Сурат, Агар, Авоц». То есть, опять же, он говорит, что именно Сурат и Кагар были полноправными руководителями на территории Нагорья современной Чечни, Ингушетии, Дагестана, ну и дальше мы это разберем в современной Осетии. Это один источник письменный, который описывает события 1360 года. Еще один источник, который вот мы упомянули, это тоже обнаруженный в библиотеке Муллы Изнаура Нисерхуева, Тарих Чачан называется этот источник, история чеченцев. И в этом смысле, вот в этом источнике, материалы, которые в нем приводятся, никогда ранее нигде не публиковались и даже не обсуждались. То есть это настолько удивительно и отвечает на многие вопросы, которые сегодня существуют у этнографов. Но это, я думаю, отдельная работа. Я просто прочитаю вам цитату из этого источника. Тарих Чачан. Я зачитаю его на русском языке. Потом появился падишах племени Калмык, имя которого Навразхан. Его армия приблизилась к этой местности. Речь идет о Хаткальском ущелье. И тогда Аргун, уже упомянутый нами, значит, летописец, который описывал предыдущие источники событий, Шамхан и Фахруддин ушли оттуда. По одним источникам ушли в Нашх, по другим источникам в Гумбет и оставали Аргванит. Опасаясь зла армии того проклятого, то есть Намрузхана, к местности под названием Махкити. И здесь идет разночтение. Кто-то говорит, что это Махкити, кто-то говорит, что это Мехальта. Это территория современного Гумбета. Значит, Гумбет это территория приграничной Чеченской республики, вот Нажиртовский район, Боткинский район, то есть Нохчмох, как историческая область, которую мы знаем, и Гумбет, который чеченцы называют Мелерда. Вот центром этого Мелерда является селение, значит, Мехальта. И вот по некоторым данным, а это верно, под Махкити имеется в виду более старое название нынешнего Мехальты. И далее.
Значит, спустя несколько лет армия хана достигла и этих мест, то есть территории Гумбета, гор. И тогда они были вынуждены, то есть вот эти вот Фахруддин, значит, Шамхан и Аргун, вынуждены снова переселиться в другое место под названием Нашд. Перед тем, как продолжить цитату, я хочу обратить внимание, что когда речь идет о войске, об армии хана Навруз-хана, данный источник говорит о Хауре. Потому что сам Навруз-хан находился в сарае или со стоянкой на телеке. Но эти источники, этот материал описывает распространение влияния Хаура, то есть его физическое влияние на территорию современного Дагестана. Значит, и вот я сейчас продолжу цитату. Затем пришел Сурах от местности Хунзак и его брат Кагар в Кильбах. Кильбах это тот же самый Чирюк. Со своими семьями и последователями из знатных коптов. Опять копты, то есть христиане. Они обнаружили это место пустым, без следов развалин, прежних строений и пригодным для жизни. И вот теперь я хочу, чтобы вы все обратили внимание на следующую цитату. Они отправили письма, вы помните, чума, ужасающие, значит, последствия этой чумы. 70% населения умерло. Адмир Эл, то, что мы называем. И в этих условиях, что говорится в этом источнике? Они, то есть Сурак и Кагар, Каирхан и Сурака, два брата, отправили письма в другие страны и народам с приглашением. И там скопилось очень много народа и в источнике Яудия у Насара написано, то есть из иудеев и христиан. Газиями аль-Газии являются гумуки, то есть кумуки. Андийцы андиюн, и подобные им из евреев, яудиев. И кубачинцы, аль-кубчию. И кубачинцы. Кубачинцы это Зелет-Пиран, это территория Кайтак, значит, это уже близкая к азербайджанской границе территория современного Дагестана. Андийцы, вы знаете, это Котмерский район, и дальше перечисляются. И остальные горные поселения. Из тургутов, это монголо-айраты, и гумуков, кирджисов и гуджарийцев. Гуджарийцы это грузины. Затем Сурак и Кагар стали правителями Амирейни этих племен. Таким образом, эти письменные источники показывают, что в 1360 году чеченский предводитель Хомур-Эйла, который был постоянно зависим от золотоордынского хана Навруз-хана, благодаря своим союзным отношениям и за счет своего демографического ресурса, и я уверен, пользуясь тем, что после чумы сократилась с ужасающим образом численность населения, они установили контроль над территорией Чирюта, установили контроль над территорией Хунзака, для того, чтобы посредством этих двух центров управлять территорией нынешней равнинной Дагестана и предгорья Дагестана и полностью нагорной территории Дагестана. Значит, и в этих условиях Сурак, брат Хаура, он становится удельным правителем на территории Хунзака, и именно он является основателем, те, которых мы знаем как суракаты, основателем хунзакских ханов. И если я хочу обратить ваше внимание на то, что чеченцы, вот возьмите этнографические источники, стариков возьмите, то есть жай-эли понятие, это хунзак, жая это хунзак на чеченском. Их элита полностью воспринималась в чеченском мировоззрении, воспринималась как отдельная группа, с которой можно родниться. А остальных они воспринимали как группа, с которой и брать от них жен нельзя, и отдавать за них жен нельзя. То есть речь идет о вот той группе людей, которая, согласно тарифу чачан, была приглашена в качестве подданных, в качестве подчиненных, в качестве войск там, и других каких-то обязательств, которые они на себя приняли, вот они населили эту территорию. Если вы посмотрите на результаты ДНК-тестов, очень много интересных вещей вы узнаете, но это, я думаю, отдельная тема. Так вот, это вот то, что касается цитаты из тарих чачан. Даже этих двух источников для чеченской истории достаточно, чтобы понять, что то, что мы знаем о средневековом периоде, особенно в периоде золотоордынского владычества на Кавказе, это совсем не та история, которая сегодня позиционируется некоторыми местечковыми историками. И мне было интересно прочитать у востоковедов, у самых титулованных востоковедов, да, мы еще покажем эти материалы, прочитать у них вот выражение «русская наука находится в плену у местных историков, которые полностью искажают
ее и сочиняют, значит, источники, преподнося свои предания. Они всегда, эти предания бывают в каком-то моменте субъективными, преподнося их за исторические источники. И когда перечислялись эти источники, о которых говорят эти востоковеды, естественно, это очень известные труды, ну и вот так, я думаю, это отдельная история. Возвращаясь к 1360 году. Итак, мы видим, что у нас государство образования Сим-Сим. И согласно Албузиане, который нам ясно показывает, значит, участие там предков Титогуровых, значит, дегорского предводителя Алтанцебека, который, как мною было сказано, и в русских источниках вместе с Хором идет, фигурирует. Вот эта территория от современного ущелья реки Урох вот до территории Каспийского побережья, так или иначе, значит, под прямым влиянием, прямым физическим присутствием, либо под зависимостью находилась от этой фигуры, личности Каирхана. И на что не обращает внимания, то ли игнорирует, то ли просто действительно не замечает этого. В одном из двух самых главных источников по истории завоевания Тимура говорится сначала, когда упоминается улус Сим-Сим, значит крепости и области внутри этого улуса, а затем описываются события на территории Дагестана, Ингушетии, Осетии и современной Чеченской республики. Значит, это тоже очень примечательно. Так вот, это 1360 год. Вернемся на 3 года ранее. В 1357 году, до того, как Навруз-хан стал ханом Золотой Орды, правителем Золотой Орды стал хан Бердибек. У Бердибека был друг, с самого детства они дружили, это, по крайней мере, по источникам, это знаменитый темник Мамай. Мамай был женат на дочери Бердибека, соответственно, это были не только дружба, но еще и родственные узы. И именно при Бердибеке Мамай становится, я объясню, почему это для нас важно, Мамай становится Беклерибеком, то есть главным беком на территории, глава администрации Золотоордынской, скажем так, на территории Золотой Орды. И именно Мамай в наших преданиях фигурирует как злейший враг чеченцев. В источниках письменных известно, что вот Шелковское городище, которое у нас на Тереке находится, оно имеет второе название Мамаевское городище. Мамай здесь тоже физически, как и Навруз-хан позднее, присутствовал. И более того, именно при Мамае начинается вот эта вот насильственная политика, это живой хор при таких амбициях. И еще и Мамай при Бердибеке начинает, за 3 года до Навруз-хана, начинает вот физическое угнетение местного населения. И называются наместники Мамая, которые появляются на побережье Аксая современного, значит, прямо у выхода из Аксая. То есть это полностью Нохчмок получается у нас блокированный. Значит, другое место это современный Дылым. Дылым во время своего видео выступления я говорил, что это село, которое в XIV веке основано чеченцами. Значит, и вот на территории Дылыма им тоже устанавливается Мамаем контроль, он сажает своих наместников, которые известны как тумены, то есть нагайцы тумены. Они, опять же, там очень много на территории Салатая тюркских названий, топонимов, это названия местностей, и они тоже показывают их присутствие там. И вот в 1360 году, опять же, сообщается о том, что вот при том же самом Хоре, который вот в личном конфликте состоял с Мамаем, а Бердибек, значит, власть Бердибека прекратилась, как я сказал, уже к времени Навруз-хана, и Мамай, будучи зятем бывшего золотоордынского хана, сохраняя свои амбиции, вступил в личный конфликт с Хором. И в 1360 году, когда Хор устанавливал контроль над Чирютом, когда он устанавливал контроль над Хомзахом, он, естественно, зачищал и территорию современной Салатавии. И там говорится, что это письменные источники, это дагестанские источники, и Алиев, и другие пишут об этом, что территорию Салатавии зачищали выходцы из общины Белитли и основали Дылым. А Дылым это сегодня центр Казбековского района Дагестана. Значит, и Белит-Тайпа, Белит-Тайпа, чеченский тейп, они эту территорию зачистили и там обосновались. Там же находится, допустим, Гуни, опять же вспоминаем Гундала, который в XIV веке возродил Гюйна, значит, тоже, который связывается уже кумыкскими источниками, тоже с гуэнами и гунойцами. То есть, опять же, чеченцы установили контроль не только над Чирюртом, Хунзахом, опять же, все это подтверждает, что они распространили свое влияние на территорию Каспийского моря. Но Цеция Гумадакси до самого последнего времени мы всегда говорили, что как минимум до Каспия присутствие физическое было вплоть до Ермонова у чеченцев.
Значит, это вот вступление, касающееся Мамая. И вы увидите, почему оно для нас интересно вот далее. Теперь у нас еще один источник, это письменный источник, это рукопись Султан Казы-Гирея. И именно в этой рукописи сообщается, что в 1362 году, и давайте я вам зачитаю русский перевод, который приведен у Гребенца, я думаю, вам так будет интереснее. Значит, вот год хиджры, при храме Бердибеке написано, это ошибка, речь идет значит, немножко на 2 года позже. Ламра Кересты. Этот термин приведен, вы знаете, что ламкерст это термин этнический чеченский, который употреблялся чеченцами чуть позже в отношении этнических чеченцев-христиан, значит, которые проживали на горной территории. Естественно, плоскостные чеченцы контактируют с шубриками, контактируют с исламским миром, более ранее исламизировались, а вот и в этом источнике говорится, что Ламро и Керст убили Мамакая. Мамак это один из вариантов имени Мамая. Хочу обратить внимание, в этих вот материалах от того периода, письменных источников, часто, когда говорится убили, имеется в виду победил, разбил. И вот еще один источник, допустим, в котором рассказывается, чуть позже об этом будет сказано, что вот убили Сураката, да, когда отвоевывали у него территорию современного Дагестана. Опять же, он не умер, он перешел на территорию Аргонского ущелья, и Эрлах Иртамыш получился. Это Сецхелы. То есть, опять же, убили, это значит разбили. На Тереке разбили Мамая, дальше напали на Татартук, это 19 век, опубликовано у Гребенца. Напали на Татартук, опять же, Эльхотова, территорию Осетии, Кабарда, приграничье. Долго бились, но не взяли, и ушли на Куму, где много вреда сделали Канканам, это будущие нагайцы, и Айротам, это будущие калмыки. То есть речь идет, потом мы вот в нашем материале все подробности, все эти рассказываем, приводим предания в качестве подтверждающего материала, в котором сообщается, что Ховер Эйлер, значит, как раз таки вот в этом вот, после 1360 года, Ховер Эйлер обратился к Мехкелу за тем, чтобы они не только признали его как верховного руководителя над чеченцами, но и оказали ему поддержку. А Мехкел находился в непосредственных отношениях с грузинской элитой, и грузинские цари, грузинская христианская церковь, она физически присутствовала в Чечне, на прошлой теме мы об этом говорили, даже обслуживали храмы, которые находились на территории Чечни. И вот в одном из источников грузинских 1310 года Евангелие, в нем говорится, что отправляются Евангелия для храмов в Навчта. Это Данаури пишет о том, что он по поручению католикоса Ефимия отправляет, значит, Евангелия, переписанные для чеченских храмов. Страна Навчея, я этот термин у тебя навижу. То есть Мехкелу обращается Ховер, и Мехкел, не желая принимать его в качестве верховного предводителя, как бы пытается, значит, добиться других результатов. У них там достаточно интересный диалог в предании описывается. И в результате, после того, как Ховер прошел все испытания, которые ему подвергли медиаторы, то есть предводители, старейшины Мехкела, они принимают его верховенство, значит, и подчеркиваю, вот с ней ололо наханка лолдяшмудачу. Эти термины, это формальные термины, потому что они общались с феодальными элитами других народов, и в этих кругах они, естественно, были князьями, но среди чеченцев они были первыми среди равных. Ну и, соответственно, это было отражено в предании. И, значит, Мехкел поддержал его призыв. И в предании говорится, зачем я вам рассказываю это предание, чтобы вы проводили аналогию. Вот письменный источник Султан Казы-Гирея говорит, что чеченцы, значит, Ламры, Кересты, горные спустились, напали на Татартук, это Осетия, потом напали на Мажары, это территория, значит, вот рядом с Буйнакском, да, на Куме город. Кстати говоря, кирпич, из которого многие строения были сделаны в Мажарах, тоже называется Мамайским, потому что при нем вот много сооружений возникает. Опять видите вот эту вот цепочку? Мамая разбили на Тереке, потом пошли догонять в Татартупе, потом пошли добивать Мажар. И в предании говорится, что Мехкел поддержал Ховра. Значит, они обратились к грузинам с тем, чтобы грузинам это было только выгодно, чтобы они прислали инструкторов и прислали лошадей.
этих лошадей, значит, жеребят именно, киги гоущующих, их перенесли на территорию Нашхи, там их, значит, надрессировали как боевых коней, и говорится, Нашха не бокш, с великим удовольствием хочу представить, ныне доктор медицинских наук, но фактически выдающийся этнограф, который официально этнографом не состоялся. Хотя, если говорить о материале, который он мне дал, вот этот Мехдей вообще возник в первую очередь благодаря этому человеку. Огромное количество материала мы получили. И вот в одном из его материалов, в одном из преданий, которые я получил от Руслана, Древнерусского Руслана, в нем говорится, что Нохчи Нашхар не Бокуша, они, значит, направились на территорию Реберта. Значит, вы знаете, что вообще понятие Осетии, оно возникает очень поздно. При царской России вся эта территория называлась Малая Кабарда, то есть Реберта. От Реберта, Кёрт-Шахар, это Татартук. Значит, там совершается нападение. После этого, значит, Султяха, они отправляются в другой монгольский город. И в монгольском городе не только его завоевывают, но и Елиги за время их присутствия там, то есть кости этих людей, видимо, мавзолей и так далее. То есть настолько символично это. Это предание полностью подтверждает источник султан Казагиреев. Опять же, это событие 1362 года. Вот представляете себе, какое у нас было представление об истории чеченцев в XIV веке, и что мы видим вот здесь, какая картина возникает перед нами. Значит, и для того, чтобы вы узнали, как сами чеченцы описывают время правления Хоура, как они воспринимали, вот, эмоционально, как они воспринимали его правление, я выражаю огромную благодарность, это Эрло, который собирает сейчас этнографический материал, собрал и готовится к его изданию. Значит, он передал мне его, и я хочу зачитать вам Новчи Матлаха. Это как боевая песня, которая посвящена Хоуру. И в ней говорится следующее. Сначала на чеченском, чтобы прочувствовать вот эту вот колоритность, и на русском я зачитаю. Хай дух дегнаш и муа бижна. Швога басеш итеш ана, лешеш тархан не хейроня, реттан эзерквак болдина. Дед ожах, кукш тисиш, вада ихра, хай вашерш турах нарнуш. Ana шхуйден маисси, весси мархш эржи чажи, махау идваш эрган духов, эйтта дохкан тиист урш. Хадар исти киран саливен бехч еже, хорс эли эрж дин эзеркуат бу, сигл турсями харцер, мет муаккастаза набара вожичи семхил бахан духа, غيوا خلا مخلر بيش ليل شموع شيء تخلو قورت أدوش يستيعنا أسترديس يسوش خيلا غيتي بابيرتشي إرزوش خيدش كيرتش ألش كان يهود أنصفات خورز فيرت أنفيق نوات شير ترخ يحخرش لتن дерзер эл появился хилыцу кюренцу похожим эл, дешно что из-за как или боевой, или у терноевцев. И вот я зачитаю. По многим сердцам пролегли шрамы, оставив в одиночестве шершавые склоны. Это перевод, вариант перевода самого значит, автора записи, автора Ачи, того, кто записал у информатора этот материал. Значит, оставив в одиночестве шершавые склоны, просачиваясь сквозь горные щели, восстал, потянулся тысячеголовый жеребец, втаптывая в землю сухую осоку, войско идет. Похоже оно на скользящий меч. Осунулись оставшиеся позади селения, опустились тучи в глубокое ущелье, а ветер бросает на остроконечных ребят шелуху жидкого тумана. И глядит военачальник, поднявшись на каменный холм. У князя Хорцы 1000 голов вороных скакунов, сверкающий меч клык дракона. Заснешь ли, не определив место стоянки, у тебя есть причина быть бдительным. Оберегая отчизну ходишь ты, превратившись в кочевника, кожа в сырости от холодной росы, удерживая рядом товарища своего Элги. Нередко приходилось возглавлять тебе войско. По лесным полянам, бурлящими речками в бой уходишь Ансуарц. Когда пестрый сокол взлетает, оставляя отметины на скале, нет мысли о том, что сокол вернется обратно, что воин возвратится. Вот это наверное, такой колорит, для того, чтобы понимать, какая эта фигура была для народа вот в тот период. Это середина, начало второй половины XIV века. Это почти 700 лет тому назад события происходящие. И хочу обратить внимание, значит, здесь упоминается Элда. Билик и Элда — это две выдающиеся личности в истории Терноевского тэпа и в истории всего чеченского народа.
когда, значит, в присутствии Ховра, вот я сказал, что про Ховра есть рукопись Алгузиани, она хранится в Нузале. Нузал — это территория Осетии. Чуть выше Нузала, вот по ущелью той же реки, есть, значит, поселение Бирочников на Грузии, на границе с Грузией. Я уже ранее упоминал Грузию. Бирач вообще означает имя этого человека, один из терлоевских предводителей. Он был, согласно материалам и китабу Ахмада Сулейманова, он был приближенным вельможей у Сурака. Сурак — это упомянутый мною ранее брат Ховр-Эйла. И до того, как Сурак в 1360 году переместился в Хунзах, он пришел туда с территории современной Осетии. И вот Нузал, о котором мы говорим, по названию этого Нузала, он и стал Нузалом на территории Дагестана, сегодня Нузал мы говорим. И когда Сурак уходил из Осетии, Буга объяснил Биричуга. То есть у нас получается Дагестан, Нагорный Сурак, значит, у нас получается в Осетии Бирич, значит, и Элди, тоже современник этих людей, Бирич и Элди. Вот Элди, это Алти, Билик, Бичи, Биричи, Бичи, я не чую, много-много их наследников. И вот эта вот личность был полководцем у Ховра, согласно вот этому источнику. А Бирич был приближенным вельможей у брата Ховра Сурака. Вот это тоже очень замечательная деталь. Значит, это вот то, что касается восприятия личности Ховра в истории современников. И, значит, переходя уже, наверное, к периоду после упомянутый мной источник. В 1360 году, летом, начинается правление следующего золотоордынского хана Хизира. То есть сначала был Наурус, при котором распространяется влияние Ховра на восток, и появляется Хизр. И именно Хизр, при Хизире, это вот он почти даже года не правил, с лета 60-го года, 1360 по 1361 год, при нем, значит, в городе Жукотине происходит, значит, резня, в результате которой местные христиане убивают большое количество мусульман в городе Жукотине. И монгольский хан Хизир отправляет 3 человека значит, с дипломатической миссией в Кострому, где они встречаются с русскими князьями и как бы требуют от них выдачи тех преступников, которые устроили мусульманский погром в Жукотине. Потому что после погрома в Жукотине, в ответ на это в мусульманском городе Булгар был устроен христианский погром. То есть это уже межконфессиональный конфликт назревал. А Сурак и Ховр, согласно источникам, как я вам показывал, копты там и так далее, они были христианами. И это большая дипломатичность со стороны Хизира отправить туда, согласно русской летописи, Каирхана, Алтанцебека и Уруса. Урус, по всей видимости, это будущий монгольский хан, а вот Алтанцебек и Ховр — это 2 кавказских владетеля. Это этнический чеченец и этнический дегорец, Осетин, Алтанцебек. Они фигурируют вместе. И эти 3 человека были отправлены в Кострому, там провели переговоры в 1360 году с русскими князьями, и те выдали им преступников, которые устроили мусульманский погром в городе Жукотине. И вот в русской летописи, когда говорится про личность Хизира, о нем говорится как о человеке мягкосердечном. То есть это тоже колорит, это атмосфера, которая царит вокруг этого человека. И в 1361 году, вот мы дошли к контрольной точке, в 1361 году Хизир был убит, и начался период Великой Смуты. Он продлился на 20 лет до 1380 года. За это время, за 20 лет сменилось чуть ли не 25, а то и больше ханов. И в этот период вот, произвол полный, который в русской истории очень представлен, мамаевский произвол, он и происходит. И Ховр вступает в личный, уже вооруженный конфликт с ним, и происходят события, которые мы описаны в 1362 году, вот нападение на Татаров, сражение с Мамаем на Тереке, значит, сражение в Мажарах и так далее. В 1380 году вот эта смута, которая происходила в Золотой Орде, постоянные убийства друг друга ханов, начинают открытую конфронтацию, то есть открытый конфликт, войну с Тимуром. Происходит 3 достаточно серьезных боевых столкновения с армией Тимура. Первое — сражение, значит, на Волге, значит, рядом с Волгой, вернее, у устья, значит, Волги, речки, которая впадает в Волгу. И там в этом сражении, согласно источникам, Тохтамыш проиграл это сражение. И вот я вам зачитаю сейчас одну вещь. Это тоже или
не уверен, что где-то оно зачитывалось, хотя оно присутствует в писанном источнике. Это Илли, которая Манарбузия цатуяш, Дюненнан Вокка и Панамох цатуяш, Арена, Эрдангаш, Шие, Двойш, Уешиш, Эхтилла, Тайвалху и Жехал, Эрдангаш. Тут большое продолжение и завершение. Обратите внимание. Шершках тиинер Юрен цадолуш. Ваешерах голдинер Сюрен цадолуш. Садалар цаебаш. Цималар цаебаш. Чуали мостава шаволуш остава. Астахимар из Астахимар Астахимар Бокш. Вейшу из Вейвейшна. Это Махкачар Вейма Аллара. Инсамой Амочин Вовуза, Цауза, Хилтамбой. Вейсерех Эдал Дольш Астахимар. Ляс Дитиш Яш. Шок Санаида, луж Хадюшкула Бош. К сожалению, вот эта вот смена поколения, которая произошла, известные события конца 90-х, начала 90-х, вот эта вот преемственность, она прервалась абсолютно. Но этот Илли, опять же, показывает, что чеченцы не только столкнулись с Тимуром, но и пытались объяснить, то есть вот, чувство ответственности за то, что произошло. Они посчитали, что вот те молодцы, Хаур и прочие чеченцы, которые состояли в войске Тохтамыша, это они спровоцировали появление Тимура на территории Чечни. И вот теперь мы переходим непосредственно к вторжению Тимура. Это у нас предыстория было, именно чтобы мы понимали, какие процессы происходили, и вот весь тот потенциал, который чеченцам удалось накопить за середину, вторую половину XIV века, как он просто одномоментно рухнул. Весной 1395 года Тимур снаряжает огромное войско и направляется на территорию современного северо-восточного Кавказа. Естественно, он проходит через Дербентские врата, и, проходя через них, его там встретил местный владетель Ибрагим Шейх, основатель Ширванидской династии и одной из династий. И Дербент он прошел свободно, но как только он вышел из Дербента, вы себе представляете, Дагестан, это самая южная, скажем говоря, часть, но приграничная с Азербайджаном, они проходят через Дербент и сразу же сталкиваются с сопротивлением, которое им оказали на территории современного Кайтага. И в источнике, вот у Ахмада Сулейманова, в этнографических записках мы это обнаружили, говорится о том, что Сура, естественно, это его зона ответственности, территория Дагестана, он снарядил войско и отправился, и первым встретил Тимура там в Кайтаре. В писанных источниках, в тимуровских источниках тоже указывается на то, что этот конфликт состоялся, столкновение произошло там, и он не стал, Тимур, задерживаться, уходить высоко в горы, он продолжил свое движение, потому что шел навстречу Тохтамышу. Тохтамыш ждал Тимура на тереме. И вот в середине апреля 1395 года состоялось трехдневное сражение между армией, союзной армией Тохтамыша, где присутствовали чеченцы, и между наемной, тоже огромной армией Тимура. И в результате этого трехдневного сражения Тохтамыш проиграл и бежал, оставив, соответственно, Кавказ на произвол судьбы. И что интересно, во время, это для нас важно, во время сражения в одном из эпизодов Тимур чуть не погиб, поскольку из этой ситуации его спас его приближенный, которого зовут Шейх Нураддин. Нураддин Шейх Олцо, Шейх Нураддин Олцо. Вот эта личность, она упоминается в Садовском текторе, поэтому я вам упоминаю этот эпизод. И вот Тохтамыш сбежал, и Кавказ, в основном черкесы, чеченцы, оказались отданы на произвол судьбы. И здесь сообщается уже в Садовском текторе, он тоже опубликован на чеченском языке, его содержание, нарративный материал. В нем сообщается о том, что чеченцы заключили перемирие с Тимуром. Тохтамыш ушел, ну что дальше делать? С условием, что Тимур дальше движется на запад, в сторону Черкесии, видимо, тоже, чтобы покорить Черкесию, если они будут оказывать сопротивление. И вот была договоренность, что чеченцы не будут трогать обоз, войска и так далее. В прошлом выступлении, в прошлой теме мы очень достаточно подробно объясняли, что это очень важно для такой крупной армии, а там речь идет о сотнях тысяч, поскольку вы представляете себе, что даже если речь идет о 100 тысячах людей, их надо кормить, это какой обоз должен быть, это сколько скота должно быть, это сколько провианта, сколько, там домиков, юртов, которые они с собой носят и так далее. И они обеспечили себе безопасность, заключив договор о мире с чеченцами.
И вот сообщается следующее, что некоторые местные владетели, которым было позволено с разрешения Ховра осесть на территории, вот современный Гудермесский район, современный Курчелоевский район, вот в этих районах, небольшая часть Притеричи, вот людям, которые было позволено при Ховре поселиться в этих местах, это другая этническая группа, их предводители затеяли интригу. Они обратились во время дивана, обратились к Нурагибеку, чтобы он поднял, диван это собрание, где обсуждаются дальнейшие действия, на диване, чтобы Нурагибек поднял вопрос о том, чтобы чеченцев не оставляли в тылу непобитыми. То есть, когда Далмаш, этнический кумык, сообщил это как с донесением, Ховру пришел, Ховр находился на территории нынешнего Веденского района, в Махтуни, Махтыты, вот в этом области. Значит, его Далмаш, допустим, вот тот небольшой кусочек, если его видно наверху, темный, это вот место Сюркор. Две горы, вот в Грозном есть один Сюркор, и другой Сюркор, там рядом да, пригородная, Чечен-Аул и Бердыкель, вот 3 населенных пункта. И область между ними называется Ханкайский. Максимально сдержать значит, наступление. И на Сюркор есть даже топоним, называется Лянчик-Паси. Лянчик, Лен, Тимур Лен, это персидское, если я не ошибаюсь, слово, то же самое, что Астах-Тимур. Его кумыки называют Ахсах-Тимир, чеченцы Астах-Тимур или Лянчик, его тоже называют. И Лянчик-Паси это ставка, которая находилась у Тимура. Скорее всего, с Сюркорта ему было легко обозревать поле боя. И во время вторжения 4 дня продлилось сражение, которое Ховр дал Тимуру. Удивляться не надо, опять же, узкое пространство. Естественно, они проиграли. Но за эти 4 дня чеченцев, которые были на равнине, удалось эвакуироваться в город и сбежать туда. И в ней описывается эпизод, тоже касающийся вторжения Тимура. И буквально там сообщается следующее. Современный Ачхо-Мартан, населенный пункт, он находится на реке Фартанга. И на правом берегу вот этой реки, это Фартанги, находилась крепость почти. И Фартангой, жители, которые проживали на этой территории, назывались они Ашхой. И у этих Ашхой был свой предводитель военный, Берч. Значит, по разным источникам называются разные варианты имен, но мы для того, чтобы не путать никого, называем вариант, допустим, Харси Ашхой Берч. Когда войско Тимура подошло, оно остановилось на левом берегу Фартанги, значит, и не начинало никаких боевых действий. Они дали залп из луков, проверяя, готовы ли чеченцы значит, дать им ответный бой, поскольку речь о небольшой группе, небольшой крепости, значит, какие-то серьезные действия против них они не предпринимали. Объясняется это тем, что весь актив, все события происходили в Ханкайском ущелье, вот, по Садойскому тексту. И вот как сообщает Жахотин Текман, когда тимуриды подошли, та же ситуация, та же проблема возникает у Берча Ашхоевского. Он ставит себе задачу спасти население. А для того, чтобы спасти, это старики, дети, женщины, чтобы их спасти, чтобы их эвакуировать, нужно время. Когда противник начнет наступление, они не знают. И они предпринимают следующее. Сообщается, упоминается группа Мартнах Аль-Язбин. Значит, полностью, вот, Аль-Видахов в своей статье Мартнахи, кто о нем полностью поясняет, кто это. Это группа, это боевой отряд. Март это не только смерть, это еще и обет, то есть это люди, которые дали обет пойти на смерть до конца. Это была такая боевая группа. Значит, из спецназа. И вот из группы Мартнахов 7 человек было выбрано. И этим людям была поставлена задача для того, чтобы сэкономить время, чтобы выиграть время, чтобы предотвратить скорое наступление врага, необходимо их бятчу, это же не вся армия, это небольшой какой-то отряд тимуровский, значит, их бятчу взять в плен под покровом ночи и привести на территорию чеченского ашхойского лагеря. И эти 7 человек под покровом ночи действительно переходят через реку, похищают, там были разные шатры, и самый такой выдающийся шатер, позолоченный, даже почти за резервом было сказано. Они похищают человека оттуда, убивая вот стражу, которая ничего не ожидала. И 3 человека, мартнаховцев, они вынуждены остановиться, они оказать сопротивление на месте, потому что небольшая тревога была объявлена теми, кто заметил их. И пока они бились
Там остальные четверо вместе с вот этим вельможей, им удалось перейти через реку обратно на территорию своего лагеря, и значит, уже к этому моменту раздалась всеобщая тревога, и был дан залп из стрел. И вот эти вот стрелы задели как раз таки вот эту вот вельможу. 4 морднаха, 3 умерли, значит, 4, которым удалось перейти на эту сторону, вместе с вельможей, из них вельможа получил ранение стрелой. И значит, далее большие подробности описываются. Благодаря этому действию им удалось несколько отсрочить наступление. И вот сообщаются следующие термины. Ашхой, они состоят из различных обществ, но в первую очередь это тумсу, которые вот в этой крепости жили. И поселения, которые были на расстоянии от этой крепости, на расстоянии слышимости, оттуда голосовая почта была. Люди вот так друг с другом поддерживали связь. И, значит, люди, которые на этом расстоянии, слуховом слышимости находились от этой крепости, их называют этот источник жанрного контекста хезерна, то есть нахойшкурна. Чуть дальше находился населенный пункт Шоуден-Шерри. Значит, и вот говорится, Шерри-Хой, Хези-Хой, во время сражения, которое было дано чеченцами вот, у Ачхуамартана, они были на правом фланге, а левый фланг заняли выходцы из общества Арцхой. Арцха – это территория Арцшун-Махаара, это лесистые горы. Арцшун-Махаара, вот, если посмотреть, куда Фортанга в ущелье заходит, горное, там начинаются лесистые горы. И там проживали вот 3 группы, называются Тичуй, Мержуй и Ассуи. Вот эти Ассуи – это те же самые Тичуй и Мержуй, проживающие по берегу уже реки Ассы. И вот они составили левый фланг, и посередине был непосредственно тумсоевский отряд, дали сражение, естественно, проиграли это сражение. Небольшая часть вот этих вот людей, она отступила в сторону Мержуй Мохка и отступила в сторону Тумсуй Мохка, заложив хутор на месте современного Харсиноя. И вот все эти подробности, опять же, перекликаются с историей, которую описывает Садоевский тектор. И вот, возвращаясь к Садоевскому тектору, 4 дня говорится здесь, и 3 дня на все вот эти вот события в Ачхуамартане тоже 3 дня здесь упоминаются. Люди, к счастью, их всех удалось эвакуировать с территории вот этой вот огромной равнины между Фортангой и, грубо говоря, где-то, наверное, между Мичиком, между Мичиком, вот это вот пространство огромное. Они ушли в горы. И, значит, это то, что нам сообщает Садоевский тектор. И далее, что интересно, после того, как Хаси потерпел поражение, сообщается в том же Садоевском тексте, что те же самые интриганы, местные князьки, они обратились снова к другому человеку. Там говорится, что это был сын Тимура, скорее всего, это Шахрух, чтобы он повторно поднял вопрос об еще одном наступлении на Чечню, и через этого сына Тимура удалось им таки, значит, добиться того, чтобы был завершен очередной поход. И вот этот вот очередной поход, он уже более серьезный. И предводителем вот, из этой этнической группы интриганов, предводителем оказался именно их предводитель. Вот, их выходит из их общества. И самый главный злодей, скажем так, в этой истории, его звали Мирс Паша, он возглавил. Самые яркие, кто откликнулись, значит, непосредственно в Садоевском текторе они упоминаются. Там были и другие общества, они тоже тут сказано. Значит, откликнулись больше всего Пишни и Пешхой сказано. Пешхой Раштако бяхтал хилея. Раштако это что значит? Что абсолютно все молодые, значит, старые войска, молодые там, по провианту, по заготовке там, и так далее, занимались этим делом. И пешхоевцам был дан промежуток, участок на месте входа в Аргунское ущелье. Это Дубаюрт, это Чишка, вот этот вот район. Пишни, поскольку харачоевцев и чермоевцев, они тоже упоминаются в источнике, поскольку их было мало, генетически среди Пишни есть группа, которая генетически ближе к Харачу и Черму, который упоминается. Я подозреваю, что они охотно до Ягер, скорее всего, это охотно, а вы оставьте его на там бешеная нация.
И, значит, Дишни ушли в тот участок, там были Зюрхой, Харчой, значит, Чермой и Дишни. Вот это ущелье Хулхулав. Значит, Фешхол в этом месте. И вот основная часть, Веденский район, описываются 3 ущелья. Басхи, Хулхи и, значит, Орбхи. И Мирзбаша, вот, когда вот эти факты описаны в летописи, мне, значит, информатор, когда объяснял эти вещи, он говорил, что дорога прежде, которая шла вот по Аргунскому ущелью, да, в Шатой напрямую, дорога шла, вот, если вы знаете, вот Улускер, как мы заходим в Аргунское ущелье, мы там слева проезжаем обычно Улускер, заворачивала на территорию в сторону Улускерта, и дальше шла вот на гору Пешхойлан, и далее уже через вот в районе Гая и так далее развилки были. И может быть, я даже вам сейчас покажу это. Значит, вот здесь у нас находится Улускер, вот в этом месте. Вот эта полоса, это Аргун. Значит, здесь вот так, если я не ошибаюсь, идет Шарбар. И дорога шла вот таким вот образом. Она заворачивала сюда, и уже отсюда шла дальше развилка, обратно в Аргунское ущелье. А Шар-Аргунское ущелье продолжалось в этом направлении. И противник шел по 3. Вот, Хулхулав, вот это ущелье, это Хулхулав. Значит, здесь у нас также Харачой находится. Это река Бас, и это река Аргун. Они завернули сюда, и вот так вот двигались в этом направлении. Сегодня в Веденском районе есть место, это топоним, которое называется Мирзгали. Мы подробно это обсудим. Непосредственно этот Мирзгали, топоним, он связан конкретно с этим человеком Мирзбашем. И сообщается следующее. Во время вот этого движения, кстати говоря, один из передовых отрядов, перед тем, как началось масштабное наступление, около 2000 человек, подошел к Ялфармоху. Ялфармох, как Новшмаска, населенный пункт, в район Ялфармоха, вернее, на подступы к району Джугуртов. И когда мы собирали материал в Джугуртах, нам сообщили следующее, что там есть топоним Хашниюрт Олшметтю. Хашниюрт Олшметтю Халах Джугурт Лятна Элдюшту. От Джугурта, от Хашниюрт Олшметтю и Астахтима Багуболшма, когда передовая группа подошла, около 2000 человек, наши подумали местно, что вот Могошби Баревич, и решили оказать им сопротивление, не зная, что это передовой отряд. В результате получилось, что подошла огромная армия, и они фактически стерли с лица земли этот населенный пункт, поэтому его стали называть Хаштиурт, старый Джугурта. И, естественно, почему двигались они в том направлении? Опять же, потому что это по ущелью реки Гумс, это Джугурт, это Ялхуэмох, это дальше Эйнкеах, и вот уже подступают они Гюна, вот с этой стороны подступают уже к сердцу Нохшмаха, получается. То есть несколько направлений было, и Мирзбаша шел именно по Аргунскому направлению, по всей видимости. И когда он добрался до гор, которые находятся, растянулись над современными селами Семен-Тюзни, Хотни, Махти. Вот в этой местности, и вот на северном скате вот этой горы, этих гор, есть место, которое называется Мирза. Там Мирза Паша установил свой шатер. Оттуда он обозревал и руководил своей армией. И говорится, что вот здесь, вот в этом районе, вот здесь вот находится место, которое называется Кенти-Багин-Ари. Дишни, Харчой, Чермой, Зюрхой и прочие остановили движение вот этого отряда, который двигался по Хулхулав, в этом районе, Кенти-Багин-Ари Болшметта. Те, которые двигались по Баске, они тоже были остановлены уже на подступах к горам, вот в районе Хаттуни, Махлиты и так далее. Мирзбаша, который установил свой шатер для мух, мы сказали, он подвергся нападению чеченцев. Опять же, это была ночная вылазка. И во время этого нападения он был ранен, значит, колющим, вернее, метательным оружием. Я не знаю, то ли это стрела, то ли это копье. И вследствие этого ранения он отполз где-то около 100 метров в другое место и скончался. И все это наступление, обратите внимание, это первое наступление, оно захлебнулось в этом направлении. Здесь оно захлебнулось. Дальше они продвинулись по... другая часть, крупный отряд, он направлялся вот в сторону Аргунского ущелья. И здесь уже мы обращаемся к другому источнику, это Китаб Ахмада Сулейманова.
в котором сообщается достаточно очень интересная история противоборства, сопротивление, которое было оказано Тимуру на территории области Зумсоя. Зумса кеш по Юртю, но там был населенный пункт, и раньше там располагалась огромная крепость. Из всех укреплений, которые мы знаем, остатков укрепления на территории Чечни, это самое крупное укрепление. Если вы даже сегодня поедете, вот если вот в нашем Талархо присутствуют, другие, возможно, тоже по горам ездят, если вы, уже имея представление об каменном зодчестве чеченцев, да, Галыш, боевые башни, Галыш, жилые башни, там, полубоевые башни и так далее. Если вы поедете в Кешта, населенный пункт, и посмотрите на стену, которая там стоит, до сих пор Бел-Авета, вы поймете, что этот масштаб, он разительно отличается от того, что вы видели прежде. Там находилась крепость, которая по данным Ахмада Сулеймана растянулась шириной на 10 метров и около 40 метров длиной. Это было огромное казарменное помещение. Я подозреваю, что это было связано с тем, что, согласно преданию, Зумсаха была спартанская школа чеченцев. Возвращаясь к вопросу уничтожения материальной культуры чеченцев, когда у нас была государственная система с боевыми единицами. У нас до сих пор есть степа, которые носят название каких-то орудий, боевых подразделений и так далее. Это все наследие вот до Тимуровского периода. И вот эта вот стена, которая там осталась, около 15 метров высотой, я там был, и согласно местным источникам, она не то, что на 40 метров длиной была, она тянулась от самого ущелья. Сегодня ущелье глубже на 20 метров. Зумсуэр глубже на 20 метров, чем эта река была вот в эти 700 лет тому назад. Эрозия почвы смывалась и углубилась в это ущелье. Таким образом, эта стена была продолжением огромного сооружения ворот, которые там находились, для того, чтобы не допустить противника в сторону, значит, осветленных. Дорога проходила вот так вот, да? Она вот так вот проходила. И для того, чтобы прийти сюда, в Аргунское ущелье, Шатойский район, им нужно было пройти через Зумс. Как подтверждение этому, значит, лицевая сторона этой стены направлена именно в сторону Аргунского ущелья, значит, одной из частей. Другая часть находилась вот в обратном направлении. То есть в сторону Цеса. И вот здесь происходит сражение, несколько дней, тяжелейшие бои идут, и в китабе Ахмада Сулейманова рассказывается очень красивая история. В своем удовольствии мы обнаружили, что в 30-е годы даже Мамакаев в своих стихах описывал эти события так вот немножко, в стихотворении «Непси Безамя», где он описывает эту вот историю. А история следующая. Я думаю, нашим девушкам, женщинам это понравится. Здесь они, столкнувшись вот с этой вот крепостью, значит, сталкиваются с сильнейшим сопротивлением. И поскольку они не могли взять крепость штурмом, Тимур приказал подвести камнеметы. И при обстреле камнеметов потихоньку, по преданию эту крепость разрушил действительно Тимур, они постепенно разрушали эту крепость. И в тот момент, когда вот-вот она должна была окончательно полностью рассыпаться, из этой крепости выбежал воин. Воин очень сильный, крепкий, и который начал рубить всех подряд из тимуровцев, которые пытались его схватить. И поскольку вот таким образом его захватить не удалось, значит, сообщают, что вот такая сетка, огромная сетка, накинули сетку на этого человека, и только при помощи этой сетки сковать его удалось. Потом подошли воины, несколько человек еле-еле его удерживали. Вот вы себе представляете, кто такой Тимур. Во-первых, присутствие Тимура в Аргунском ущелье, его собственные летописцы, значит, есть, я упомянул Зафар-Нама, 2 произведения, там говорится, что он, собственно, что он лично поднялся на эти высокие горы и уничтожил там капища и церкви неверных Адуишну. То есть там, что он дается, Волжского достигал. И говорится, что Тимур, это уже в Китае сообщается, он, человек очень горделивый, посчитал для себя зазорным и, значит, недостойным, чтобы человек, один-единственный человек, был подведен к нему, значит, окованным. То есть он приказал, чтобы этого человека освободили и без оков подвели к нему. Ну, наверное, он полагал, что
как психология любых других противников, с которыми они сталкивались, все, они уже в плену, они уже схвачены, скорее всего, подчиниться и так далее. Его предупреждают о том, что это опасно. Я подозреваю, что вся эта история, она, безусловно, имеет фольклорный элемент. Но неважно, поскольку это нам интересно будет, я расскажу это. Значит, его предупреждают о том, что этот человек очень опасен, что ему не следует освобождать его от оков. Несмотря на это, Тимур считает, что он говорит, что он властелин мира. Как вы себе представляете, чтобы я, властелин мира, ко мне подвели пленника, окованным в цепях? Его, этого противника, этого воина чеченского, значит, подводят к нему поближе, освобождают из оков. В эту же минуту он выхватывает меч у соседнего, значит, азиата, начинает рубить всех подряд. И вот таким образом, поскольку он находился очень близко к самому Тимуру, подступает к самому Тимуру, и вот говорится в Китабе, что у Астар Тимура тоже кумык-переводчик, это ничего удивительного, кумыки живут на Кавказе, сами говорят на тюркском языке, соответственно, чеченский язык местный они могли знать. И Тимур обращается к переводчику с вопросом, как мне теперь поступить? И переводчик ему объясняет. Сейчас, если ты не распоясаешься и не бросишь свой пояс перед этим человеком, он не пощадит и тебя. Видимо, зная менталитет чеченцев, либо автор этого прекрасного описания, либо действительно это событие произошло в таких подробностях. Но неважно. Факт в том, что Тимур распоясывается и бросает свой меч вместе со своим поясом перед этим человеком. И в эту же секунду, как только он видит перед собой распоясанного властителя мира, наш чеченский герой бросает меч, который он выхватил у азиата, значит, и вот Бахкачар, Олшкулы Бог, Хиетшуна, Мехкиетшуна, Мехки, Рахамилха, Диашвочу, Шадош Олждаму, Шуатхаку, Халхаба, Хилвок, Ишна, Авор Вали, значит, Ваду Пекюга, Дали Иштнаши, Хазхамял Дешхана, Жима Вохташин, Халхабу, Вахсат Астазадеш. Это был Рилша, мяч, чтобы был Шлоцу, Щиром Камиров Агой Шлоцу. И вот в такую позу этот воин встает перед хромым Тимуром, как нам рассказывает Китаб Ахмаду Сулейману. В этот момент кто-то, значит, воспользовавшись возможностью выделиться, выпросить себе каких-то регалий, значит, бросает какое-то копье, это копье задевает цепочку на шлеме воина, шлем выпадает, из-под шлема выбрасывается почти до самой земли красивая желтая коса. И женщина эта оказывается воительницей. А все дело в том, что согласно преданиям, эта воительница действительно существовала. Она была дочерью зумсойского предводителя. Зумсой Ирдикво, Зумсой, опять же, мы в Кештере, это Зумсой. И в преданиях говорится, когда Астар Тимур входил в Аргунское ущелье, среди оказывающих сопротивления предводителем был Кало. И этот Кало, перед тем, как скончаться, раньше в ущельях были сигнальные башни. На каждой сигнальной башне заранее были заготовлены поленья, и как только враг наступал, зажигали эти поленья, чтобы сразу другие, значит, зажгли свои башни, и информация о том, что враг наступает, быстро дошла до самых краев страны, и Орц быстро пришел на место, кто первым этот сигнал подал. И первым, кто пришел Орц, первый Орц, который пришел в Аргунском ущелье, был Зумсоевский Орц, и предводителем его был Ирбик. И, соответственно, вот эта вот воительница, которая описывается, она была дочерью вот этого Зумсу Ирдика. И говорится о том, что, увидев эту картину, Тимур ахнул, значит, и приказал немедленно прекратить боевые действия, и уже обратился к этой девушке, воительнице, сказав, значит, ты ли, значит, кто были те, которые оказали нам сопротивление в этой башне? Она сказала, что среди них были ее братья. Назвала количество этих братьев, сказала, что они все уже погибли, и она одна единственная. И Тимур сказал, говорит, согласно Китабу, что он хочет породниться, что с таким противником он не хочет воевать, что с таким противником он хочет породниться, и спрашивает, есть ли люди, через которых он может с тобой родственные узы заключить. А веришь, вы Бог, вы алчищи, да, вы элла, зумсуэ ильдик, а его эллючно. И когда Зумсу Ирдик подходит, начинаются переговоры уже с отцом будущей невесты. И, значит, переговоры следующего характера. Тимур предлагает мир, предлагает эту девушку выдать за одного из его сыновей. И, значит, Махбеш, он предлагает выкуп за каждого из погибших ее братьев на вес их тел
количество золота и серебра одинаково, которые посыпались. И когда уже дошла очередь до самой невесты, ее тоже поставили на весы, и ту же самую операцию провели, они насыпали золото и серебра, равную ее весу. И таким образом, сообщает Китаб Ахмада Сулейманова, был заключен брак между дочерью Зумсу Ирдига и сыном Астахтима. Я 2 года, по-моему, тому назад побывал в Ташкенте, и в Ташкенте, это столица Узбекистана, и работал в различных рукописных фондах, значит, с Академией науки, работал с институтами, востоковедения и так далее, работал непосредственно с оригиналами вот этих вот Зафар-Нама и прочими. И довелось мне встретиться с человеком в музее, Тимуридском музее, тоже в Ташкенте. И когда я рассказал некоторые вот вещи из этой истории, человек удивился и мне говорит: дело в том, что у нас действительно есть значит, сообщение о том, что одна из женщин, которая была в семье Астахтимара, замужем за сыновьями его, за одним из его сыновей, она кавказского происхождения была. И потом говорится, что мать Улугбека, Улугбек тоже знаменитый тимуридский правитель, она была настолько не характерна для азиатских женщин боевой женщиной, что даже в какой-то период за спиной своего сына претензии имела на управление государством тимуридским. И сам источник, который передал нам содержание Китаба, говорит следующее, что когда ему тоже довелось поехать в Самарканд, опять же в Узбекистан, в мавзолей, где похоронены рядом Тимур и похоронен Улугбек, значит, войти непосредственно к месту захоронения этих двух людей дозволялось только очень высоким фигурам в Советском Союзе, там лидеры республик, там лидеры самого государства и так далее. И значит, называется несколько человек свидетелей. Еще будешь, как будешь, целях цабишь, дини будешь. То есть и тюшел, что Бог будешь, тюшел, слушаешь. Значит, один из них, который был следующий об этой истории, подошел к охранникам и рассказал все, что ему известно об этой истории. И тот удивленный человек: откуда ты знаешь это, его спрашивает. И он говорит: я родственник этих людей, значит, и так далее, и так далее. Ну, шатайпана, мелер довалаха, зумсу ашти, ченшти, тумсу ашти, шерегягр, мухаммад летер, дюйшту свои. И впечатленные этим рассказом, охранники тоже сообщают, что действительно одна из снох Тимура была с Кавказа, и во время похода на Кавказ, значит, Тимур одному из своих сыновей привел девушку местную, но они не знали конкретно ее национальной принадлежности. И тут, скажем, загадка, она как бы была разгадана. Ну, это отдельная история дальше уже. И в этом смысле, вот если говорить про то, что дальше сообщается, Зумсу Ирдигу Тимуром был вручен вот этот меч, который он вместе со своим поясом выбросил, значит, трон, на котором он там находился, а его только на троне переносили, значит, и какие-то другие подарки были сделаны. Если я не ошибаюсь, трон он передал Чаншу, другой какой-то подарок, который был сделан Шивежершан Эл, другой тумсойцам, а меч оставил себе. И этот меч до 1944 года, об этом официальные источники сообщают, хранился, значит, в музее, Грозненском музее. То есть это реально существующий артефакт. Предания об этом мече очень распространены, среди чеченцев зафиксированы. И когда мне довелось поработать, будучи журналистом, мне удалось наткнуться на одну запись, в которой было сказано следующее: в запасниках в Махачкале имеется меч Тамерлан. А то, что происходило в Чечне после депортации, мне вам рассказывать не надо. Длинная часть территории современной Чеченской Республики была передана Дагестанской ССР, какая-то часть Грузии, какая-то часть Осетии. И вот, допустим, даже Юртовский, Кучелоевский, Гудермесский район, там, вплоть до Грозного, там везде присутствовали выходцы из территории современного Дагестана. И святое место пусто не бывает. Значит, если все это вот осмыслить, итог, к которому пришли чеченцы с нашествием Тимура, он был вот таким. В этот момент сообщается, что был заключен союз, и этот союз продлился относительно недолго. Согласно устным источникам, после того, как Тимур начал уже покидать горы,
перед тем, как полностью уйти, он назначил сына, младшего сына Ховра, наместником на вот этой вот территории Симсима. То есть Ховра он продолжал игнорировать, его старшего сына Хаси, который ему дал бой, он продолжал игнорировать, а младший сын, который упоминается в тимуридской летописи Зафар-нама, которая там фигурирует под именем Мухаммад, его тоже звали Ховр, но это династическое имя, оно повторялось, но по принятии ислама он стал называться Махам, значит, тимуриды называли его Мухаммад. И вот с 1395-6 года, где-то год, может быть полтора, этот Махам фигурировал номинально как правитель на территории Симсима, но, опять же, впоследствии, в результате интриг, он был убит. Он был убит, и вследствие этого в 1398 году, если вы знаете, после того, как Тимур принудил к миру, как сейчас принято говорить, грузинского царя Георгия, принудил к миру чеченского предводителя Ховра, значит, Тимур ушел на восток с походом, и в 1398 году, скорее всего, Ховр, наверное, Гаюрхан поступил так, потому что, опять же, убили его сына вероломным образом, они подняли восстание и начали снова боевые действия против тимуридов на месте. И в результате этого разъяренный Тимур, оставив все свои дела на востоке, немедленно появился на Кавказе, вторгся в Кахетию, вторгся в Эрети, и сообщается следующее. Когда он повторно начал занимать территорию современного Новшмотка, там, значит, междуречья Аргуна, Хухлау, Аксая, он потребовал у Хаси, старшего сына Ховра, который был на Шинсюре, чтобы Ховр лично пришел к нему и, значит, ответил за нарушение перемирия. Значит, и в тот момент Хаси самолично уже заблаговременно отвез Ховра на территорию нынешнего Садоя, Цигахту, и в пещере он скрывался. И в тот момент, когда Тимур подошел, он подошел к упомянутым мною Кенти Багин Ари, верховья Хулхулау. Это чуть где-то между Ригахоем, между Харачуем, небольшая равнинная область, там он стал ставкой и потребовал того, чтобы Ховр пришел к нему и обещал, что если Ховр самолично придет, что он простит его и перемирие будет возобновлено. Ховр пришел на это место в сопровождении 30 молодых чеченцев. И, как вы сами понимаете, поскольку место называется Кенти, Баги, Ари, Тимур просто всех их сжег. А Ховр, значит, положил озимь, положил на него доски, сначала пировал на его еще живом теле, а после этого, значит, целые табуны лошадей пропустили, они хашахаш, вина царя. Значит, таким образом завершилась история Гаюрхана, предводителя государства Симсим. И в последующем уже, как вы знаете, с Хунзаха был вытеснен Сура, брат Ховра. Он оттуда, когда отступал, пришел в Аргунское ущелье, в Верховье, место называется Киркан, он там поселился, и оттуда уже в кооперации, то есть в союзе с грузинами, дальнейшие боевые действия производились. И все это растянулось до 1437 года. Кстати говоря, после того, как Тимур вот таким образом, обещав мира, убил Ховра, между прочим, грузинский царь Георгий, которому он тоже обещал, значит, мир, если он придет к нему с изъявлением покорности, он больше не пришел к нему. Хотя он несколько раз потребовал этого. Так что они действительно, это очень узкие связи, это стратегические союзники тогда, грузинский царь, чеченский предводитель. И вот история их взаимоотношений была такова. Лицо. Ну, уже можно сказать, уже давным-давно прошли наш регламент, но завершая, как я сказал, вот это вот наше длинное повествование, я скажу следующее. С 1398 года, после того, как убит Ховр, по 1437 год, постоянно в кооперации, в союзе с грузинами, идет восстановление как бы, территорий, которые ранее были подчинены чеченцам. И к 1437 году удалось восстановить физические границы и грузинам, и чеченцам совместно в тот момент, в 1437 году, это сын Сурака и сам Сурак и его сын Байра. И с чеченской стороны, а со стороны грузинской это царь Александр.
И уже мы переходим к тому источнику, который мною был опубликован, и на его основании большая работа была проведена. Это рукопись Аздина Вазара, это нарративный восстановленный источник. И вот та картина, которую он описывает, а он описывает уже пределы влияния, распространения влияния чеченцев от Эльбруса по горной полосе, но обходя равнину вокруг Татартупа, потому что в Татартупе было государство, черкесское государство, которое называется Джулатом, а вот равнинная территория уже с территории с Осетии, включая равнину, горы, равнины и дальше до Каспийского моря. Опять же, чеченское государство, которое в летописи Тарих Гирихан называется буквально Вилаят Чачан, то есть чеченский Вилаят. Ишпача Дяньян Хилвацар, но в 1450-е годы начинается наступление Крымского ханства, которое окончательно и бесповоротно задушило чеченцев. Чеченцы ушли в горы, то, что от них осталось, вернее, находились почти 25 лет в осаде, не было выходов на плоскость. Возникли такие фигуры, как Вовкал, как Билик Бич, как Ахмар, как Мед, которые стали феодальными сильными владетелями, которые порой даже между собой сталкивались из-за того, что был голод, и любой клочок земли в горах, он обеспечивал жизнь, дальнейшее проживание этим людям, и они, насколько это было возможно, выходили на плоскость и грабили вот этих вот наместников, которые были посажены Крымским ханством на плоскости, но часто переходили эти конфликты и в междуусобную войну. То есть вот таким образом последствия вторжения Тимура отразились на чеченцев, и с тех пор можно сказать, что то, что мы называем классической формой государственности, в нашем понимании, это уже у нас не практиковалось. Дальше уже была так называемая военно-демократическая республика, если ее можно так назвать, под предводительством Мехтела, когда они определяли конкретных руководителей Мехтей. Ну, уже относительно этого мы написали монографию.